сегодняшний день в мире существует более 200 видов зависимостей. Экстремизм и терроризм являются наиболее распространенными и представляют большую угрозу для общества. И для того, чтобы предотвратить возможную опасность, проводятся подобного рода профилактические мероприятия среди молодежи. Эти два термина не зря относят к зависимости, так как экстремизм и терроризм – формы деструктивного поведения человека. Например, как и зависимость, приверженность радикальным идеям или террористической идеологии может привести к пагубным действиям, которые скажутся негативно в отношении индивидуального лица или общества в целом. وديغو ياخر داش خلري جامو حمير игр вахавой мастага едерде. Терроризм – крайняя форма проявления экстремизма, влекущая за собой человеческие жертвы и насилие. Причин, по которым это происходит, немало. Одни из них – влияние общества, запрещенных групп в социальных сетях или же наркотические средства. Статистика преступников, совершивших зло под состоянием так называемого кайфа, неутешительная. В качестве ведущих профилактической лекции сегодня спортсмены. И слушателям говорят о важности вести здоровый образ жизни. Через спорт можно проследить, как человек движется к вершине. И мне хочется пожелать нашей молодежи верить в свои силы, идти до конца и не отчаиваться. В зале в основном студенты, которые еще в поиске своего пути жизни. Но ребята знают, что один малейший неверный шаг может привести к большим плачевным последствиям. Поэтому важно думать на трезвую голову и заниматься полезным делом, считает Аслан Зангиев. Я сам занимаюсь спортом с раннего детства, различными видами спорта, особенно борьбой. И я знаю, что если ты в какой-то сфере, особенно если занимаешься, то тебе не будет до этого дела, и ты будешь остерегаться этого. Молодежи напоминают, каждое явление, даже такое, как экстремизм и терроризм, имеют свои корни в индивидуальных, эмоциональных, социальных или психологических факторах. И саморазвитие – прямой ключ к внутреннему покою. Для хорошего будущего обязательно раньше спорта образование, чтобы наши ребята были грамотными, полезными для нашей республики, для нашей страны. И, конечно, нужно заниматься спортом для хорошего здоровья. Подобные профилактические встречи, направленные на привлечение молодых людей к актуальным проблемам 21 века, Комитет по делам молодежи старается проводить регулярно среди школьников и студентов. Мадина Цора, Магомед Дарсигов, Магаз 24.